Я должна подготовить песню на башкирском языке, обязательно объединиться с группой «Аргымак». Умнейшие ребята. Я всегда говорю, Башкортостан – это этнографический музей на открытом небе. Правильно, абсолютно согласна. Вдруг как будто водой и чем-то, каким-то родником омыты города. Как будто они заново начинают жизнь, они светятся. А парковые зоны какие? Они так ухожены. Идешь и думаешь, какая благодать. Этнофестиваль «Сердце Евразии». Традиционно он собирает тысячи людей в Уфе, в амфитеатре у конгресс-холла Таратау. Этот фестиваль для всех. Классика – старшим поколением, современная музыка – младшим. Есть у этнофестиваля «Сердце Евразии» и связующие, позитивный посыл и обязательно тематические дни. В 2020-м они в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и праздник национального костюма, в том числе и такого, как у главы Башкортостана Радия Хабирова. Мы решили в этом году не хороводить, парад не проводить. Мы просто будем внизу танцевать, делать какие-то общие движения, которые характерны для всех народов. То есть просто прийти, побыть вместе. У нас так и называется флешмоб «Мы вместе». Потом у нас выступит Надежда Георгиевна. После нее мы начинаем наш любимый всеми проект «Курайфест». После Курайфеста уже выступят наши гости, бураровские бабушки, группа из Тывы, Хомибит. И в завершении вечера будет у нас Пелагея. Сегодня Пелагея, да? Да, сегодня Пелагея будет завершать. А завтра Газманов. А завтра будет завершать Газманов, да. Но будут начинать наши ребята. Пелагея сегодня в Инстаграме выставила, что она в Уфе, конгресс-холл. Надежду Георгиевну подождем, пока она подъедет. Россия, матушка. Здравствуйте. Здравствуйте, идемте, проходите. Да, сейчас будем встречаться. Какая красивая. Я на вас равняюсь. Мы с вас пример берем, Надежда Георгиевна. Нагрудник. Да, Ты видишь? роскошный Да, нагрудник. это мне здесь подарили. Да вы что, В видите? Башкортостане, да. Девочка сама делала руками, это для меня Ну важно вот, очень. да. Буду носить теперь. Да, Пусть здорово. оберегает. Мы можем по лестнице, можем на эскалаторе. Поедем на эскалаторе. Пойдем на я эскалаторе. буду любоваться. Да. У вас сильно красивое здание. Да. У вас пресс-конференция здесь проходила, так ведь? В актовом зале, Да, да. да, Есть. да. Вот нагрудник у вас уже есть. Есть. Башкирскую песню вы уже готовите, вы уже Готовлю. учите, да. Учу. Да. Музыку такую с красивыми элементами полуазиатского направления усвоила. Уже есть над чем работать. То есть программа большая. Здорово. В следующем году споем. Обязательно. Сегодня день национального костюма. Ради Я Харитович знаю. тоже пришел. В национальном Национальном нашем, да. Вот, ну, Потрясающе. мы сделали современный Серьезно? деловой национальный костюм с национальными С мехами? мотивами. Нет, он такой деловой. Можно я вопрос задам? Да. Добрый день. Меня Елена зовут. Скажите, Здравствуйте, Елена. как вам наряд? Не тяжелый? Ну, эта ноша приятная. И потом она веками складывалась. Вопрос, тяжелый или нет, вообще не стоит. Что сегодня будете петь для нас, для жителей Много Башкортостана? чего, да, будем, если люди соберутся. Поехали. Если не соберутся, у нас прямая трансляция на телеканале БСТ. Вас Да, увидит все равно все увидят. миллионы наших А жителей. дело в том, что дождь, и поэтому публика может испугаться, А дома чтобы у не телевизора будет простудиться. уютно. А уютно. И поэтому опять будем мы всяко разное. Русские песни аутентичные, но очень модные, в современных аранжировках, фольклорных таких, с фольклорным посылом. Ну как же, это же национальный праздник. Не могу не спросить, как вам Башкортостан? Роскошно. Мой восторг. А что видели? Все видела. Вот видела людей, которые рассказывают о своей жизни, рассказывают о том, как скучно и грустно было во время вот этого большого перерыва, карантина. Ну а потом
были счастливы, рассказывали, как им хорошо, когда идут огромные вот наши фестивали. Мы проехали по доброй части Башкирии, народу везде полно. Да, меры предосторожности существуют, масочки, люди очень себя лояльно ко всему относятся и ведут себя потрясающе, но прием ошеломляющий. Мне кажется, давным-давно такого не было. Горы видели? Видела горы. Я была на той горе. Куштау? Да, где можно, там 7 ангелов живут, можно загадывать желание и надеюсь, что оно исполнится. Я была там. Я вышла сразу народу, сказала, чтобы не было никаких вопросов и не было недоразумений. Потому что я народная артистка России, я с народом. Спасибо вам. Поклон. Спасибо, благодарю Спасибо. вас. Здравствуйте, Надежда. Какая Ради Фаритович, дорогой мой, какой костюм. Здравствуйте, дорогой, здравствуйте. Здравствуйте, дорогая. Очень рада вас Хотела увидеться, приветствую. Рада вас видеть очень. Здравствуйте. Помнили меня? Да, ну, кто бы вас забыл, вы что? А какие у вас красивые, это национальные современные? Вот мы сделали башкирский деловой костюм. Очень красивый. Он по мотивам вот той одежды, которую наши предки носили. У нас же Башкирия в большинстве своем военное сословие было, поэтому Ага. вот элементы военные. А Ну, так правильно. вот как раз вот косой разрез, вот это все вот как бы мы собрали, у нас целая группа была рабочая, как раз я их попросил сделать. Художники? Художники, костюмеры и прям просто модельеры. Модельеры. И сейчас, вы знаете, что интересно, наверное, одни из первых в России будет, мы пишем статут, то есть регламент Национального ношения костюма. национального делового костюма. Прекрасно. То есть в каких случаях я Ура. там вот поэтому, потому что это вот. Ой, я вас поддерживаю и беру на заметку, мне нужно тоже двигать Мы это когда обязательно. сделаем, я вам перешлю, потому что у нас Давайте. юристы прям сидят, то есть там описывается костюм, описывается по каким поводам вот его там рекомендуется одевать там, ну и по каким, ну, вот, чтобы мы там на спортивные соревнования Да-да-да, не ходили. не выглядели, а Да-да. чтобы это было достойно и даже по праздникам того или иного региона республики, мне кажется, это очень значимо. Это очень значимо. Очень. Вот это же вот связь с историей, Конечно. поэтому и у нас его носят, знаете, у нас его и русские носят, и башкиры конечно. носят, и татары носят. Здорово. Вот мы так сделали. У нас, я говорю, самое главное, в чем мы вперед вот в некотором смысле пошли, что мы даем такое регламентирование этого костюма. Я понимаю. У нас есть как бы, совсем фольклорные костюмы, то есть, такие уже и башкирские народные, на головные уборы, но это вот мы называем башкирский деловой костюм. А головной убор при этом прилагается? Нет, или... вот здесь вот нет, не Вот не прилагается, прилагается. да, это вот такой вот, ну мы его шьем вот каждый там, мы как пошили, один летний такой, вот тут он тонкий, и один зимний, а зимний там прям даже, шьют из жаккарда такого очень. Тут плотного, сукно, плотного да, такого, плотного. как сукно, да, и Да. держит форму шикарно. Да, вот так, вот так. Ой, какая прелесть, так мне нравится, вы меня Так уже рада вас завели. видеть. Спасибо большое. Вы тут у нас, по-моему, всю Башкирию видите, да? Ну, я не знаю, сейчас, кстати, у Амины тоже практически костюм, да? Да, это Такие тоже. отзвуки национального, Стилизованный. Жакета. У Карины тоже У Карины, вот такой же, Карина, вот, да. Я обратила внимание. Вот это элементы прям вот делаем. Ну, мужчин мы решили вот построже, вот примерно такой вот, там прям описывается, почему так и так. Я с вами согласна, с мужчинами надо построже. Надежда Георгиевна, вот прежде всего, вот, знаете, как бы нам вот, научиться у вас такой энергичной быть, вот, такой сильной и такой вот бодрой, всегда оптимистичной. Спасибо вам большое, что вот в республику к нам приехали. И мы же находимся, вот, наверное, как и вся страна, наверное, потихонечку на таком этапе, когда люди, мы потихонечку там нос выказываем из этого коронавируса, из изоляции и так далее. Мы аккуратно, конечно, относимся, еще коронавирус есть, но в целом вот, нам ситуация позволяет все-таки людей собирать. И мы, вот честно скажу, мы много думали, проводить нам сердце Евразии, не проводить. Потом взвесили плюсы, минусы, и потом все-таки сошли, что нужно проводить. И, конечно, украшением является то, что вы являетесь, наверное, одной из центральных историй нашего фольклора. Но, с другой стороны, я вот вам сегодня самое главное, потому что отзывы такие теплые идут. И вот то, что вы объехали у нас 10, да? 10 наших городов, районов, спасибо огромное. Это вот народ так устал, и народ так соскучился по культуре, вот прям по концертам. Потому что вы, по сути, вот действительно, вы, когда проехали, вы были первые, так? У нас вот так совпало очень здорово.
Поэтому спасибо огромное от людей, вот от наших жителей. Вы всегда наш был такой товарищ наш очень, и мы тоже всегда вас очень уважаем, всегда вам плечо подставим. Я так понимаю, Спасибо большое. И большой коллектив привезли, да? Да, во-первых, огромная благодарность за то, что позволили нам приехать сюда как первооткрывателям после сумасшедшего этого карантина. И даже если, слава богу, никто не заболел, то все равно соседи или знакомые, а сопереживания общие. И потом вот это вот, знаете, общение онлайн, как бы мы ни стремились к совершенствам, связанные с технологиями, людского взаимодействия, глаза в глаза, рука об руку никогда ничто не заменит. И этот онлайн нам показал, что, товарищи, все-таки нам нужны эмоции живые, а не через экран. И я это тоже понимала, потому что на сцене работаем, понимаем, что это для людей, какие моменты и посылы важны и нужны. И знаете, можно даже не бить себя в грудь, доказывать о том, что это там, вам сильно надо, или там, мы вот такие патриоты, борцы за здоровье или еще за что-то. А просто надо делать дело, в чем и выражается любовь к жизни, отношение к людям и понимание ситуации в стране. А потом мы не такие уж одинокие, надо сказать. Не только наша страна, так сказать, вот мечена вот этой заразой, понимаете, а весь мир. Весь мир, да. И будем там говорить, что как раз в нашей стране мобилизация более активная, более серьезная и подходы серьезные. И мне думается, что, конечно, больше всего на руководителей регионов это взвалилась серьезная ноша и ответственность. И на врачей им же по ходу надо было перепрофилироваться, прямо сразу придумывать дополнительные и места, и обслуживание, а медикаменты. Ну, надо к этому относиться с пониманием. Знаете, вот 1 сентября дети уже в школу пошли, они 5 Да. месяцев не ходили, даже сколько, да, 5 месяцев не ходили. Я у учителей спрашиваю, ну как, я говорю, соскучились? Ой, говорит, прям до слез, да и детей соскучились. У ребят спрашиваю, говорю, как, хотите в школу? Ой, хотим в школу, по учителям соскучились. И вот мы приняли, у нас почти 500 тысяч детей в школу пошли 1 сентября. Потрясающе. И нормально? И нормально. Нормально, Да. мы уже 2-ю неделю учимся. Ну, где-то были там небольшие, где-то там заболел учитель, где-то там другой учитель. Но в целом, вот, на такое, на огромное количество людей мы спокойно это проходим. Потому что, вот вы же говорите, люди, у нас же люди еще очень дисциплинированные. Вот. Потом я почему так говорю на эту тему подробно, я пережила вот эту всю историю за всю страну. Да. И надо сказать огромное спасибо всей стране, народу нашей страны. И на каждом мероприятии, где я выходила здесь, в Башкортостане, я говорила сначала спасибо вам за то, что мне даровали вторично мою жизнь. Если бы не ваша мощная поддержка народов, живущих в России, я бы вряд ли одна справилась. Потому что самое главное, людям надо сказать и другое, что вот эти коллективные мышления и в направлении друг другу помочь и поддержать, это очень важны. Это тонкий мир, который руками потрогать нельзя, ровным счетом, как и искусство и культуру любого народа. И в Башкортостане эмоциональный ряд в этом направлении гораздо активнее и сильнее, чем может быть, и выгоднее, чем в других регионах. Ну, может быть, потому что в силу своих образований, например, кто-то севернее живет, кто-то поюжнее. У вас здесь все намешано. И разные национальности. Вот меня встречали в разных совершенно районных, так сказать, муниципальных образованиях, городах, мэры городов, замы их. Они встречали вместе с народом, который проживает в данном месте. А их собиралось, вот как 4 стоят, вот 4 держат. Я уже понимаю, что здесь как главенствующие, это 4 национальности. Вот держат квас, который рукодельный, держат чак-чак, который также рукодельный. Я говорю, вы уже... Кумыс, само собой, и башкортостанское вот, место как Бурса. Да. Слушайте, они все разные. И тут же хоровай хлеба с солью. Через эти вот дотрагивания хлеба и любого предназначения происходит обмен энергетический. Тебе рады, ты здесь желанный гость. А задача гостя сделать так, чтобы настроение у этих людей, знаете, очень сильно было замотивировано на созидание. Что меня просто поразило. Знаете, как будто
после вот этой вот сумасшедшей разлуки друг с другом, ведь люди же ведь тоже внутри были разлучены. Конечно. Это же не только, что мы там типа приехали, нас давно не видели и так далее, а все. Вдруг как будто водой и чем-то, каким-то родником омыты города. Как будто они заново начинают жизнь, они светятся. И, наверное, это посыл тоже людей. А парковые зоны какие? Они так ухожены. Идешь и думаешь, какая благодать. Вот честное слово, и каждому руководителю или мэру, или там, района кланяешься, потому что это делается не от того, что, да, знаете, вот это обязательство и типа надо, а от души, чтобы всем было красиво, хорошо, чтобы дышалось. А, например, в Нефтекамске у нас это же было такое первое крещение, в аэропорту встречает Амина. Я даю сразу 3 интервью с утра пораньше. Думаю, зачем в 4 утра меня встречать? Ну пусть стоят телевизионные камеры, я все расскажу. Задайте соответствующие вопросы. И про что знаю, я скажу. Про что чувствую, я расскажу. Нет, сама приехала, четко озадачила, обозначила действия. И мы поехали. Приезжаем. Такой молодой мэр. Это самый молодой. Потрясающий, просто молодой. И он столько дел там понаделал, я вам скажу. Причем дела визуальные. Вот, например, мы с ним каждое утро ходили по парковой зоне 13 тысяч шагов. То есть просчитывали, представляете, каждое утро. Вот он, говорит, пройдется с нами, он говорит, ну теперь я пошел на работу, а мы собираемся и едем в какой-то там отдаленный населенный пункт. И так каждый день. Люди встречаются, и я понимаю, что для людей это зона здоровья. Они ходят, там же сосновый бор, а там какие стоят показательные совершенно, знаете, вывески, где очевидно, вот что земля может переработать за 100 лет, за 150, за там, 50, за 20, какие продукты. Типа относитесь... Чтобы не мусорить. Да, относитесь бережливее, не мусорьте. А детворы сколько? Там тебе дорожка вело, там на самокатах катаются. Ну, я не рискнул на самокате. Думаю, давайте сначала я похожу пешком. И потрясающие лавки на озере. Ты можешь там развлечься и отдыхать. Поехали в другой город, та же самая история. Если даже чуть поменьше зоны отдыха, но она вся ухоженная. Я не знаю, может быть, у вас программа такая есть? У нас программа. Ах, программа. У нас, знаете, Надежда Георгиевна, мы очень серьезное внимание уделяем развитию парков. Вот в Уфе только в этом году мы 3 больших парка сдаем. Что вы еще не видели, что это такое. Это так вообще очень много, конечно, денег, но люди так приветствуют, потому что вот все сейчас хотят. Но знаете, что интересно? Даже в деревнях у нас теперь просят парки. Прекрасно. Раньше им же говорили, какой у тебя парк? Он вышел за улицу. Вышел за улицу и дышит. Не-не-не, говорят, мы хотим, чтобы это был асфальт, чтобы скамеечки были освещенные, было безопасно. Поэтому в деревнях даже мы уже скверики делаем и парки делаем. Поэтому спасибо, нам очень приятно, знаете. Вы знаете, все абсолютно города разные, люди разные, но самое удивительное, вот из аудитории, которая собиралась, причем так вот, допустим, население, ну, типа 5 тысяч, маленькое местечко, да, маленькое, на площади 15. Я говорю, откуда вы взялись? А мы приехали из соседних, мы не можем это пропустить. И в одном городе у нас было 3 мэра, и из 3 регионов объединились. Да. Они такие чудные люди. Мы потом разговаривали. Один мэр, он вообще не разговорчивый, знаешь, он стоял и все время руку на сердце держал. Я говорю, может, ему плохо? Он говорит, да нет, неплохо, он не разговаривает, но он так выражает свою радость и любовь к вам, что вы приехали и что здесь. Боже, я даже не ожидала такого. И его потом было не остановить. Он столько рассказывал о своих вот этих вот, о людях, о достоинствах региона. Знаете, приятно слышать, когда, ну, я знаю, я же сама руководитель практически 45 лет. На будущий год 45 лет, как я создала, еще будучи студенткой в общежитии, совсем глупой девочкой. У нас отметен? Конечно, с удовольствием. Конечно, а как раз будет фольклориада, и отметим. У меня уже затеи такие, знаете, что я должна подготовить песню на башкирском языке, обязательно объединиться с группой Аргымак, умнейшие ребята, потрясающие,
Коллективы, которые, вы знаете, насыщены самодеятельностью, это значит, жизнь продолжается. Никогда она не закончится. И когда говорят, что национальная любая традиция, она сегодня не в чести, она не модна. Это такая глупость. На этом основано государство. А что сделать такое, чтобы люди были счастливы, чтобы люди были всегда в единстве? Вот эти постулаты должны служить основе. А в основе все у нас под ногами. Это наши корни, это наши традиции. А если брать общую страну России, то они давным-давно многогранно переплелись. Да, мы многонациональные, яркие, один связующий язык русский, но все национальные колориты говорят национальность на своем родном языке. И это удивительно. Журчит, как ручей. Может, ты не понимаешь слов, но тебе смотрят в глаза, и ты понимаешь, о чем идет речь. Знаете, как здорово. Поэтому я решила петь на башкирском языке. У нас где-то мы были, там было очень много татар. И мы спели на татарском языке. У нас вспомнили, что в репертуаре есть песня, и народ с удовольствием это принимал, с нами вся площадь плясала, ликовала и так далее. То есть удивительно. Хорошо у вас здесь развита национальная культура, традиции. У нас же не только же там башкирская татары. Конечно. Мы поддерживаем и мордва, и марийцы, и удмурты, и кого тут нет, и кавказские народы у нас имеют здесь. И немцы, и латыши. То есть тут, в общем, весело у нас. Вход идет все весело, именно что весело. И понятно, что менталитет-то разный у всех, а надо так как-то их объединить и заинтересовать. Но дружно живем. Вот вам огромное спасибо за гостеприимство, за принятие решения такого вопроса, знаете, взять на себя ответственность и позволить людям выйти на площадь. Я вам скажу, они очень дисциплинированы. Они все в масках. Никто ни на кого не бросался. Я их сразу предупредил. Дорогие мои, не будем кидаться в объятия, хотя хочется. Потому что мы все понимаем, что мы можем приобняться сильно. Вот, я говорю, ну, в общем, давайте повременим, но не стесняясь эмоций, выплескивайте. Вот своих обязательно поддержите, потому что их много было, колоритные ребята были, и самодеятельные, профессиональные. Нас, профессионалов, которые приехали из разных регионов России, как заслужим. Но, надеюсь, мы заслужим хорошо. И поэтому ваш прием будет одинаков. И у нас нет хуже и лучше. Самодеятельность боялась, что, типа, знаете, вот мы слабенькие, а это профессионалы, ой, мы не пойдем. Я говорю, идем. Нет, идем. Я буду с вами рядом на сцене. И все было шикарно. Вы знаете, они не пожалели. Они плакали, когда мы расставались. Для них были мастер-классы. Удивительные. На мастер-классах приходили и профессионалы. Мы обменивались и информацией, и как достичь успеха, как сделать успех и для кого этот посыл. Какие вопросы ты себе задашь и на них ответишь, то этот успех будет обязательно. Какими выразительными средствами. Поэтому просто для нас большая честь, и, надеюсь, мы оправдали доверие к нам, ни в чем не, как говорится, не споткнулись, выполнили все нормы, предписанные и сами понимаем, кем, врачебными посылами, и Роспотребнадзором, и Министерством культуры, и вами. Мне все время вас хочется назвать президент Башкортостана. И однажды мне говорит, он глава. Я говорю, это для вас глава, а для меня по масштабу это другого масштаба человека. Поэтому я должна так сказать. Я говорю, понимаете, это не оскорбительно. Это значит большая ответственность, очень большая. И не только даже за свой регион, а, наверное, и шире. Потому что башкиров во всем мире немало. И давайте к этому лояльно относиться и понимать, что это свои люди. А раз такое расширение, значит и ответственность другая. Вот. Это мои такие понимания, может быть, это по-бабски, по-простому, но я от души это говорю, и команда у вас замечательная. Спасибо. Я знаю, что вы строгий человек, но... Да нет, я душка. Я знаю, что добрый, душевный человек, но очень строгий костюм на вас дает такой посыл. Спасибо. Держи спинку ровно. Спасибо. На самом деле. Но вот, Надежда говорит, мы очень надеемся, конечно, вот с вами вместе фольклориаду отработать. Да. И берите нас вот под шефство по фольклориаде. Прям берите нас, потому что это ровно то, чем вы долгие годы профессионально занимаетесь, так берите прямо нас под шефство. Мы будем вот в вашем фарватере идти, потому что это мероприятие, подчеркиваю, не башкирское мероприятие.
Да, это Я с международное. министром культуры недавно тоже разговаривал с ней, она очень позитивное наше мероприятие, хочет, что мы прям соберемся скоро. И вообще, на самом деле, это уникальное событие для страны же будет. Это федеральное мероприятие, конечно, очень хотели бы, чтобы вы нам прям вместе плотно работали. Я даже думаю, очень хорошо, что в этом году перенесли, потому что вот мы его проводили сейчас на нервах, скукожно. И, ну, откровенно скажу, мы кое-что не успевали, откровенно говоря. А вот сейчас вот у нас есть возможность за этот год там где-то прочесать, где-то подготовить. Но уже будем... У нас заявки было более 80 стран, да, по-моему? Более 80 стран. Это очень да. И у нас еще, как интересно, на следующий год еще такое мероприятие Пимонтия будет. Это международных пчеловодов. То есть всего мира у нас... Мы, в общем, будем петь, плясать, радоваться весь следующий Так вы вообще год. первый по меду в мире. Да, да. Моя семья говорит: мам, ну что, я говорю, да нормально все, подслащу вашу жизнь. Я говорю, я без избашки достала. Я говорю, мед, твой самый крутой, самый крутой. А так вот сердце Евразии, вот вы же правильно говорите, вот про когда рассказываете, какие люди здесь. Так интересно получилось, что Башкортостан он в центре, он же как раз на стыке Европы и Азии, поэтому и наш фестиваль нравится «Сердце Евразии». Ну и, соответственно, тут все перемешалось. И азиатчина перемешалась, и Европа есть, и тюрки, и православные, и кого только нету. И у нас республика в этом плане, наверное, сложно даже назвать, в каких еще республиках такая вот. Ну, я всегда говорю, Башкортостан – это этнографический музей на открытом небе. Правильно, это абсолютно согласна. Вы знаете, не скрою, простите, я сегодня зашла в магазин один, мне надо было купить ткани. Я захожу туда. Знаете, ну понятно, маски, там все это, они все маски, все удивительно. Зашла, поздоровалась и говорю, мне нужна парча, покажите, пожалуйста. Вот не поверите, они так обрадовались, что я к ним пришла. И эту тебе подсказали, и эту, и это. А это у нас немножко, я немножко возьму. Я набрала тюки, и сейчас приехала, они говорят, ты у нас кто, челночница, что ли? Ты зачем столько набрала? Я говорю, знаете что, всегда пригодится. А людям я доставила удовольствие. Во-первых, мы с ними пообщались. И вышел там руководитель этого магазина ткани, да, и он говорит, а я хочу тебе подарок сделать. Я говорю, да не надо мне никаких подарков. Давай, вот смотри на кружево, выбирай. И он тут же мне вытаскивает 3 разных полотна. Так, сколько надо? Сколько надо на платье? Так, 2,5, 3,5 давай, на всякий случай. Вдруг, боже ты, надарили мне, значит, этих дополнительных вещей. Я к чему? Спасибо, что вы к нам приезжаете в регион. Спасибо, мы все видели, мы слышали конференцию. Вот им надо, продавцам магазина ткани, конференцию слушать. Представляете? Да. Люди интересуются, их что-то манит. И раз есть чем удивлять, надо это делать. И я хочу выразить благодарность Министерству культуры. Они у вас, может быть, знаете, скромны и как бойцы невидимого фронта, но они большое дело делают. Конечно. Это правда. Да, у нас, это правда. Мы очень признательны. Это правда. И жизнь у нас культурная, настолько бурная была. Ну, я говорю, коронавирус. Дай Бог, мы с ним справимся, но еще раз хочу сказать, что как вовремя все-таки вы приехали к нам. Я сама чувствовала. Да, вот вроде на улице погода немножко уже. Идут. Поток идет. Забьют сейчас все это. Потому что я говорю, дождь, плохая погода, но ребята будут транслировать, и поэтому даже те, кто будут сидеть дома, они будут участвовать, будут смотреть. Ну и понять можно. И я тоже благодарна и своим ребятам, своим людям, и тоже были разговоры, ехать нам или не ехать. Но у нас есть серьезный двигатель, Антон Собянин, который организовал, сказал, надо ехать, надо людей поддерживать. Мне очень нравятся ваши посылы. Прям такое ощущение, что я сама из Башкирии. Может, меня какие-то корневищи и вели сюда, а никто не успел рассказать. Это же вот так-то огромная страна вроде, а вот так вот у всех у нас одни корни. Конечно. Конечно. А самое главное, мы все-таки сформировались в одной стране. У нас, мы считаем, мы же один народ, и столько событий, столько и горестей прошли, столько радостей прошли. Это абсолютно объединяющая история. Вот вы интересную вещь сказали, Надежда Георгиевна, абсолютно согласен. Сейчас, знаете, человечество, наверное, устает вот от этого какого-то безумного темпа жизни и от каких-то
но слишком современных вещей. Человек для того, чтобы свой как бы мир что ли успокоить, он начинает пытаться спрятаться вот за таким теплым идеалом культуры, народной музыки, народной песни. И это все становится популярным. Вообще отношение к народной творчеству, к фольку, так называемому этнофольку и так далее. Вот даже вот эта история костюма, да, она настолько... У нас целая индустрия, вот посмотрите вот на меня, вот видите. А вы на мне не видите? Это целая индустрия у нас появилась уже. Это же одно другое тянет. Таких как Аргамак у нас несколько уже ребят. У нас в каждом районе есть практически свой такой фольклорный уже. Вот так пройти, там на Красной площади можно сдать концерт. Легко, легко. Я думаю, за этим тоже в некотором смысле будущее. Человек, потому что устал. Человеку нужна теплая музыка, там, какая-то родина, устремленность в свое прошлое, вот, какие-то корни. Это очень здорово. И даже если темпераментная, то она в радость. Просто конечно, у народа, у людей очень много молодежи. Вы знаете, сколько у нас сегодня присутствовало молодежи? В прошлые разы было значительно меньше. Вот 80% на площадях стояла молодежь. Да. Это удивительно. И хоть бы один ушел. И они все реагировали. Очень позитивно. Да. Очень позитивно. Да. И народ соскучился, я же говорю, народ соскучился. Все-таки мы людей заставили 2 месяца сидеть дома. Там пожилых людей вообще, по-моему, в общей сложности где-то пожилых людей мы вообще заставляли там 4,5 месяца не выходить. И устали очень люди. Прямо устали и как раз в точку попали. В точку, что приехали. Видите, как хорошо. Замечательно. Надежда, я пошла. Берегите себя, пожалуйста. Берегу. Спасибо вам. Память о нашей встрече, Надежда. Ух ты, шкатулочка-то какая серьезная. Вы же показали, где-то хранить надо. Да. Это вот, кстати, все национальное башкирское. Слушайте, я все украшения буду здесь. Здесь и украшения мы положили вам. Вот. Так она еще и со звуком. Да, вот. Подожди, так это ж можно надеть? Да. Давайте наденем. Тогда надо будет. Давай, сейчас снимем. Все аккуратно, не только не дергайте. Да, это надо подать. Это все мы сами сделаем. Ну я спрячу, а там сниму это все. Сделали? Сделал. Так, теперь смотрите. Тяжелая, она довольна. Бусики. Давай, ухаживайте за мной. Это вот красиво? Это тоже вот, я к чему говорю, это вот вся культура, целая индустрия у нас. Слушайте. Вот такие. И видите, мы даже что делаем, вот как бы в маленькую елку кладем, это вот это ручки, чтобы это вот тоже, вот видите, вот такая шаль. Так, шикарно. У нас башкирки очень модницы большие. А я знаю. Вот одна стоит, а вот вторая. Спасибо огромное. Спасибо. Просто невероятно трогательно, красиво, и это для меня большая честь. Мы вас всегда ждем. Спасибо. Вы для нас родная, мы вас очень любим, на самом деле, я искренне это говорю. Берегите себя, пожалуйста. Вы берегите себя. Мы бережем, да. мы уже такие. И людей, и себя. Да. Вы молод, на вас большая ответственность. Все у вас получится. Спасибо. Я вас люблю. Спасибо. Вас люблю. Я вообще с вами надолго не прощаюсь, я считаю. Я надеюсь. Спасибо. Спасибо огромное. Благодарю. Надежда Георгиевна, вы прям политик. Я хочу сказать, что мы вас заслушались. У вас столько смыслов. Мы вот сидели, один смысл, второй смысл, третий смысл. Откуда это? От души? А где вы видели бумажку? Нет, бумажки нет. Которая прописана или направление. Все отсюда. Это без этого никак нельзя. Я же стою у истоков национальных традиций. Я обязана понимать, для чего это нужно. Спасибо вам. И для кого. Спасибо вас. Через несколько минут да, я пошла. Спасибо вам огромное. Спасибо. Смотреть. Благодарю вас. Мы помчались. Радик Фридович, сегодня мероприятие такое, вот и встреча с Надеждой Георгиевной. Как вам встреча? Ой, знаете, вот она просто заряжает своей энергией, но вообще встреча, я вот попросился специально с ней увидеться, только самое главное поблагодарить ее. Она у нас ведь все-таки, это как бы венец ее труда. Она вот за короткое время своим ансамблем объехала 10 наших муниципалитетов и дала 10 концертов благотворительных. И
Понимаете, важно было то, что это, по сути, она первая ласточка. Мы потихонечку начинаем открываться после сложных периодов самоизоляции, карантина. Все это делаем аккуратно, как говорится, но вот ей за это спасибо, что она, во-первых, не побоялась, приехала. И вот таким, ну, задором, что ли, нас пробудила в некотором смысле. Вот. И мы с ней как раз сегодня тоже в том числе обсудили, что следующий год фольклориада, и мы очень хотим, чтобы она, ну, была неким, ну, как говорят, научным руководителем, потому что фольклориада, это помимо организационных вещей, это еще, ну, содержательная часть, о чем там говорит идеология какая фольклориады, потому что люди везде все одинаковые, они все хотят жить в мире, в дружбе, в согласии, в любви. Поэтому вот, мне кажется, с такой идеологией мы выйдем. Павел Федорович, а сегодняшнее мероприятие «Сердце Евразии» не отменили? Были опасения, что отменим? Ну, мы решили, ну, как сказать, мы много думали, проводить, не проводить, но все-таки эпидемиологическая ситуация, по нашей оценке, позволяет нам его проводить. И тем более, все-таки мы там более-менее, насколько возможно, и маски просили людей, которые болеют. Поэтому, ну, так, вот видите. Праздник. Итак, друзья, народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный академический театр «Русская песня». Ваши аплодисменты. Привет, Башкортостан! Хорошего праздничного настроения, дорогие мои!